Ну, еще небольшой вот кусочек вашего внимания заберу, касаясь именно, да, вот, поэтических произведений. Дело в том, что в 1970 году был издан сборник в Казахстане под названием «Алдаспан». Вот. Некоторое время спустя, антология казахской поэзии, некоторое время спустя еще один сборник без Гасыр Жалайды. Вот. И там как раз-таки, да, опять-таки были изданы произведения ногайских поэтов Асан Кайғы, Қазтуған Сүйінішұлы, Шалкиіз, Досмамбет Тазаулы и некоторых других. Так вот, если мы будем брать опять-таки эту книгу, откроем ее без Гасыр Жалайды, там обычно есть такое замечательное, да, правило, ученых-фольклористов указывать, откуда были взяты исходные тексты. Так вот, они были взяты из сборника Магомеда Апенди Османова, о котором я говорил, конца 19 века, в 1883 году, ногайские кумыкские тексты, переведены на казахский. Остальные тексты были взяты из книг Абдулхамида Шушимбича Джанибекова, да, «Сөз қазынасы яли новой фольклора», да, то есть сокровище слов, поэзия аула. Некоторые другие тексты действительно были изданы казахами, некоторые до революционного времени, но давайте посмотрим на личность, да, того, кто издал «Новая жырлары» в Оренбурге в начале 20 века. Это был Гумар Хараш, представитель рода Хуяс Нугай. То есть мы даже вот сейчас, да, если взглянем на тех, да, кто впервые издавал эти вот тексты, откуда они были взяты? Они были взяты либо из ногайских непосредственно источников, либо этническими ногайцами, либо, да, вот, собственно говоря, большими учеными, как бы, да, я не буду говорить, кто такой Радлов, да. Опять-таки Виктор Максимович Жермонский неоднократно подчеркивал, что эпос 40 ногайского богатыря он исследовал и в казахскую его версию, и ногайскую. Он сделал вывод, что казахский более богато на события, более там много разных, да, там, как сказать, подробностей, а вот именно ногайский ближе к историческим источникам, к исторической действительности. То есть речь идет о первоисточнике. Спасибо.